Станки шумят, работники трудятся как пчелы, каждый на своем участке, деталь за деталью. Качественно и в срок они выполняют заказы любой сложности. На первом этапе в раскроенном цехе изготавливают несколько десятков составных частей будущего экземпляра. В этом отделе в основном работают мужчины. Следующий цех – пошивочный. Тут без рукодельниц не обойтись. Здесь сшивают кожаные детали для получения заготовок. От швей уже к монтажникам. Вот там уже идет натяжка кожи, уже готовая кожа, натяжка. И в самом конце уже контроль производства полностью. Но на наличие дефекта там все это полностью контролируется. Работа не останавливается ни на секунду, сложа руки, сидеть времени тоже нет. Сейчас на обувной фабрике занимаются изготовлением крупной партии заказа. Знаете, предприятие производит два типа заказов. Первый заказ – это то, что производим мы по своим собственным модели. Те, которые разработаны для нас в Италии, в Германии, в Турции. Под них мы делаем оснастку, все это в Турции делается. Ну и в других, соответственно, странах здесь собирается. Есть предприятия, которые заказывают у нас свои модели, привозят нам сырье, из которого они хотят это получить. Мы для них работаем, производим под их торговой маркой, для того, чтобы заполнить объемы производства. Объемы производства завода достаточно большие. На сегодняшний день спрос таков, что мы полностью производственные мощности заполнить не можем на все 100%, поэтому работаем еще и на другие компании. Соответственно, если кому-то что-то необходимо сшить, обувь сделать, в скором времени будут сумки, ремни кожаные. Все это будет хорошего качества. Сейчас на фабрике трудится более 80 человек. Производство налажено. Новичков на месте обучают тонкостям мастерства. В этом помогают турецкие специалисты. Все сотрудники оформлены согласно трудовому закону. Им гарантирован полный соцпакет и заработная плата от 20 тысяч рублей. مش فريدة زي أوبوي بيتسجى حلقة تيجش مش خنيرش دقة مشي هذا أوبوي بير بيتسجى حيلا فابريك بيرمي تحت ديش برتش تيجش سن شدي أوبو تيجش أخا مش ينجش خشتي باي но в любом случае. Коллектив собрался дружелюбный, условия созданы такие, что менять это место работы никто и не думает. Многие сотрудники, которые тут трудятся, долгое время не могли найти работу. А сейчас для них созданы все условия. Бесплатный обед, в который входит и первое, и второе. Мужчины и женщины едят отдельно. Условия есть. Ламаз, ецмет, тигидаш, усанцан, ламаз, димот, тигидаш, усыш, абяха, абяхабин, абяха. Первое, второе бесплатное у нас питание. Дух ни разу, яхам ластхун, дальше столовые. Короче, условия для работы есть. Приходи и работай. На фабрике используют только натуральную кожу. В основном это буйвол и даже экзотическое сырье. А вот здесь представлена вся готовая продукция. Ботинки, сапожки, туфли на любой вкус и цвет. Отдельно выставлены и эксклюзивные пары обуви ручной работы, как, например, туфли из кожи питона и крокодила. Обувная фабрика давно вышла на всероссийский рынок. Здесь производится женская, мужская, а также детская обувь. У инвесторов фирмы Филиджи Пелле договоренности с известными мировыми брендами. Она более 40 лет занимает 13-ю строчку в мире по качеству продукции. Буквально через 2 недели здесь, на базе предприятия, будет открыт свой собственный магазин по ценам ниже рыночных. Это готовая партия продукции, произведенная на нашем заводе. В данном случае тут такие вот женские полуботинки. Мы готовы их продать кому угодно, тому, кто купит, конечно. Вот, соответственно, для этого в скором времени у нас откроется прямо на территории нашего завода магазин, в котором можно будет купить жителям Назрани, Магаса ту обувь, которая им понравится, практически по себестоимости завода. Потому что со своих мы деньги особо брать, конечно, не собираемся. Здесь вот на каждой коробке, как вы видите, наклейка помимо штрих-кодов, знаков качества и обосновательных знаков модели, сделана наклейка, сделана в Ингушетии. И это на каждой коробки с обувью такая наклейка, чтобы знали, где эта обувь на самом деле производится. То, что мы делаем, это качественно, это хорошо. Кожа настоящая. Если кожзам, мы пишем, что это кожзам. Соответственно, цены будут такие, что люди, конечно, удивятся. Производство открыто на базе бывшего Назрановского завода электродвигателей малой мощности. Это предприятие было реанимировано по поручению главы республики, так же, как и швейная фабрика в Али-Юрте. Благодаря грамотному решению руководства Ингушетии в регионе удалось создать сотни новых рабочих мест. К тому же масштабные предприятия, благодаря налоговым отчислениям, в ближайшей перспективе обещают стать бюджетообразующими. Идут полные производственные циклы, задействовано большое количество граждан Республики Ингушетия. И эти предприятия, я не имею в виду только нашу обувную фабрику, но и швейка. Эти предприятия, конечно,
уже сегодня дают хорошие отчисления в бюджеты как федерального, так и регионального уровня. В дальнейшем, с учетом расширения сегмента выпускаемой продукции, эти отчисления будут намного выше и существеннее. Я не удивлюсь, если это предприятие FeliGPL, как и 4 БРА, в ближайшей перспективе будут оказывать существенное, скажем так, влияние на формирование бюджетов в хорошем смысле этого слова. Также в ближайшей перспективе производство чулочно-носочных и картонажных изделий. Реализация проектов позволит создать около 500 рабочих мест. А через пару лет основатели обещают, что фабрика станет самой большой в России и будет производить до 18 тысяч пар обуви в день. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.